Всем привет! Очередное утро. Сегодня 15 октября. Жду, когда закипит чайник. Вообще это долго приходится ждать. Я не знаю, что не может закипеть. Готовлюсь к выходу в тайгу. Сегодня, сейчас в данный момент вот начало рассветать, -1 градус. И думаю сходить рябчиков погонять. Собак оставлю, без собак целый день буду бродить. Патроны стандарт вот так, в такой упаковке. И вот у матча были вот такой чехол. Ну, не чехол, я не знаю, как вот. Удобная штука. Перетаривай вообще. Здесь, кроме стандарт патрон, еще какие-то юниор, наверное, черные патроны юниор. Но это срок годности уже истек, все. И есть еще чешские патроны, я как-то брал, вон экспансивные они, с дырочкой. Они вообще убойные. Но к этим патронам я не привык, честно говорю. Я переходил на этот патрон, начал, покупал там, стрелял из них. Но, знаете, очень громкие патроны. Прям как из карабина бьет. И сколько не стрелял, мало когда я попадал. Ну, не мог я привыкнуть. Как и сейчас вот стандарт я взял, патроны стандарт прикупил. Первые патроны, скажем, тоже не знаю. Надо привыкнуть к этим патронам. Больше надо стрелять, в принципе. Да и пороховой заряд, как и говорил, разный. Сразу скажу, не очень так и мне понравилось этот патрон. Сейчас вот постреляю еще. Мне не жалко, я и по банкам могу эти пару пачек пострелять. Если не понравится, я обратно перейду на патроны матч. Вот. Ну, пачку патронов возьму. Не знаю, десяток патронов удастся нет выстрелить. Потому что рябчиков тоже не скажу, что много. Как бывало там, знаете, вот идешь по тайге, начнут как свистеть там, сям, везде кругом свистят, ты свистишь, налеты на тебя там, из одного места там по 3-4 штуки стреляешь. А сейчас, ну, вполне достаточно вот такое количество патронов. Хватит. Куда больше. Вот эти патроны возьмем. Наконец-то чайник начал журчать. Здесь еще напомню там патронтаж такой. Так и собираемся. Не знаю, кого-то увидим, нет, удастся нет подстрелить. Это как лотерея, сейчас в тайгу выходишь, видишь, нет кого-то. Понимаю, какой-нибудь крупного зверя или животного, оно уже дошло до того, что пернатых скоро в лесу не будем встречать. Так. Ладно, сейчас буду собираться и пойдем сходим, поснимаем, что мы будем видеть, кого будем стрелять.
Вот так выглядит избушка у охотника сейчас. Кругом пауэрбанк, гаджеты, видеокамеры. Ай, блин. Да, никогда не думал, что дойду до этого. Так, ради безопасности чуть-чуть. Все. Закрываем. Сиди дома, не гуляй. Сиди дома, не гуляй, друг Аталон. Ок, баштер. Никакой. Ай да хитрая тоже. Ну все, успокойте. Фу, спать. Сегодня выходной у вас. Ладно, сходим. Охота на рябчика сегодня будет у нас. Прохладно, между прочим. Немножко чуть-чуть так подморозило. Это не так сильно, но есть. Фу, спать. Он сюда прилетел куда-то и сел. Самец был. Он уже от меня шуганулся оттуда. Примерно видел, куда он сел. Фиг его знает, куда он сел. Не вижу. Видать, теряю я время, ребят. А вон он. Откуда он взлетел-то? Для эти деревья, я смотрю, он, оказывается, правее был. Столько подходил. Ну и хрен с ним. Не наша птица. Там еще один. Тоже не подходит. И еще справа один. 3 штуки тут. Перешел тут сырое место. Короче, не смог я приманить. Из 3 птиц никого. Один подлетал. Ну, это самочка, наверное, думаю, была. И то улетела. А второй самец крайний справа, который был тоже с грохотом улетел. Даже и в лицо не видел. Здесь. Вот там впереди еще один. Это по пути нам. Вообще отлично. Где-то он тут.
Жуткое место, честно скажу вам. Густая тайга, блядь. Вообще непонятно. Не знаешь, откуда опасность ждать. Вообще густо тут. Не люблю я это место. Но моя тропинка тут проходит. Вообще, блядь, заглох. Улетел, может, не услышал. Надо пройти через это. Холодок прям идет, когда идешь по такому месту. Когда собака рядом, ориентировочно на нее смотришь. А сейчас вот что-то интересно, птицы себя ведут. Вообще не подлетают, но хотя, оказывается, они частично тут есть. Вот здесь уже совсем другое дело. Ты расстояние 50 метров примерно видишь по горизонту, что где. А в густой тайге, когда в подсад такой заходишь, блядь, непонятно где что. Сейчас также сырое место перейду и встану на просеку. Там где-то километр, больше километра, наверное, по просеке буду спускаться к речке. И уже вдоль реки буду идти к избушке. Пока тишина тут тоже. Глухарь. Далеко улетел. Буду переходить в сырое место. Глухарь на земле сидел, видимо, и взлетел. В прошлый раз мы с собаками тут тоже прошли. Никого не было. Далеко улетают. Вообще далеко. Тут обычные рябчики, пару штук всегда обитают, но в этом году их нету тут. Тоже даже и не видел его, мельком так. И все. Где-то вот тут был. Вот мои следы с прошлого раза. Когда с собаками первого оленя, когда видели, вот тут мы тоже прошли. Вот мои зачесы. Ладно. Ягод нету, и вот глухари в таких местах траву они щиплют. Определенная трава такая растет. Он в
тех местах. Серые такие. Если увижу, покажу. Так. Ну вот, вон она просека. Нам направо надо. В этом году муравейники все целые. Это говорит о том, что медведей у нас в нашей стороне вообще минимум. Очень мало. Конечно, есть, но меньше, чем в прошлом году. Позапрошлом году очень много было. В прошлом году зимой летом очень много их было. 3 раза я их видел. Потом осенью они куда-то ушли. Вот прямо ушли и все. Уже на осенней охоте я никого не видел. Здесь красиво. Уголок такой. Вообще нравится ходить тут. В прошлом году очищали эту просеку. Вон видно. Вон тут рябчик. 2 штуки вроде как. Надо же. Вон он. А вон он. Вот, блин. Заметил и улетел. Чуть-чуть не успел. На березе, я думал,
В этих деревьях где-то он на береже уже сидел. Такой мишень был хороший. Ладно. Опа. Ну вот. Первая птица. В шею попал. Выше пуля прошла. Но я прицеливался прям что-то чуть-чуть в сторону и выше. Ну, первая добыча. Начало есть. Тяжелая охота, между прочим, в этом году. Очень много уже ходили, искали. Вот так. Ну что сказать, ребят. Первого рябчика добыл. Второй чуть-чуть не успел я выстрелить. Я смотрел с одного дерева. Оказывается, он подальше был. И на береже хороший вид такой хороший был. Но там ветки мне мешались. Искал место поудобнее. Но видите, как получилось, что он улетел. Ну и хрен с ним, пусть летает. Наша птица никогда никуда не улетит. Это 100%. И этим возился где-то. Она минут 20 я манил. Не меньше. Очень много свистел. Еще третий где-то слышал. Тут, видимо, 3 рябчика получается. Ну, сейчас пойдем дальше. Здесь примерно метров 300. Здесь ничего я не встречу, потому что я за десятки лет охоты уже знаю, где примерно рябчики водятся. Вот. Дальше пойду и буду дальше манить. Здесь по просеке, в принципе, хорошая дорога. Нормально. Чего тут? Вот это наваляло тут. Здесь я бураном ездил, пилил. Эти елки выше было. Объезжал там. После этого еще навалило, он больше. Да. Вот это да. Ну да, зимой я разок тут проезжал. Это мои зачесы. Пипец. Вот эти сосны все свежие, а вот эти елки тоже свежие все. Летом какой-то смерч, наверное, тут был. Вон материал лежит. Сосна. Пипец. Вот это да, навалило тут. Слишком толстые. Если поменять нижние венцы на перебор, толстые они, эти деревья. Вон сколько дров лежит. А там, если честно, я
У меня не просека, а тропинка там стороной идет. Параллельно этой просеке. Там полоса такая вообще. На десятки кубов там лежит вот так вот. Как-то вот прям ряд такой прошел вот. Ну, свалилось. Но эти сосны в это лето свалилось. Вроде не было этих совсем. Там сколько этих валежников. Пипец. Если летом тут все спилили в прошлом году, но вот после этих прочистки просеки все свалилось по-новому еще дополнительно. Гиблые дела тут. Там зачесы тоже какие-то. Ладно, мы туда дальше пойдем. В холостую уже до хрена прошел. Не свистят нигде, не откликаются. Средняя просека тут. Север-юг. Средняя. Вон он. Нестыковочная просека. А, это квартальная просека. Так, подожди. Нет, средняя. Средняя должна. Да, средняя, километровая. Но не стыковка там. Второй столб дальше будет. Это на юг идет. От этого столба. Там нестыковочный идет направо, спускается, идет на речку. Точно, блядь, нестыковочные столбы эти. Идти хорошо. Знаете, вот я где-то бывает в трудных местах, где вот непроходимо болотистых местах я потею. А сейчас вот я себя комфортно чувствую. Мне не холодно и не жарко. Вот самое то. Вы видели, это все здесь пилили. А там уже после этой зачистки уже по-новому все навалило, блин. И еще добавок зимой еще дополнительно. Вот лось пришел. Следы. Они любят по просекам ходить. По тропинкам, где вот промысловую тропинку тебя где-то идет. Ты все время зачищаешь. И вот по этим тропинкам они тоже любят ходить. Вон сколько леса битком. Это минимум, что я вижу. Это есть еще уголки, там вообще такие завалы. Десятки кубов гният. Вот она. Фильм ужасов можно тут снимать. Бывает еще выше корни. Вон, какие корни. Здоровые они. У дерева. Дерево вроде не такое большое, а корни идут. Еще в длину они. Знаете, елка не глубоко растет, а под мхом так распространяются корни вот так. А у сосны вниз идут. Они как бы воронкой так идут вниз. Вон второй столб. Ну, уже тот столб пойдет на север. Высота почти 4 метра. Вон он. Легко валит ветер.